Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин представил президенту Абхазии Аслану Бжане нового начальника пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрея Кудимова. На встрече обсуждались вопросы, связанные с деятельностью российских пограничников в нашей стране, их взаимодействие с абхазскими коллегами. Глава государства пожелал Андрею Кудимову успехов на ответственной должности. Аслан Бжаня провел совещание с участием руководителя администрации президента Алхаса Квицини, исполняющего обязанности председателя СГБ Роберта Киот, министра внутренних дел Дмитрия Дбар, председателя Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслана Халваш. Обсуждался вопрос противодействия незаконной деятельности майнинг-фирм по добыче криптовалют. Глава государства призвал руководителей ведомств к более эффективному взаимодействию по решению этой проблемы. Работа по выявлению и отключению от сети незаконно функционирующих объектов по добыче криптовалюты продолжается. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии провели рейдовые мероприятия в Гулрыжском районе. Была получена оперативная информация о наличии майнинг-фирм в селах Бабушара и Уарча. Однако данный факт не подтвердился. Сотрудники УЕБПК также осмотрели ранее отключенную криптофирму на территории госпредприятия «Абхазпродэкспорт», которая по-прежнему не функционирует. При этом рядом с госпредприятием через забор была обнаружена ферма по добыче криптовалюты. Здесь работало около 300 аппаратов. Сотрудники правоохранительных органов отключили ферму и опечатали ее. Десятки тысяч устройств по извлечению криптовалют на сегодняшний день уже отключены от энергосети. МВД призывает граждан принять участие в выявлении криптофирм. В министерстве действует горячая линия. Все, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, могут обращаться по телефону 226 41 41 в дежурную часть МВД или по телефону 927 28 46 в УЭБПК МВД. Можно также написать сообщение на WhatsApp и Telegram Messenger +7 940 920 20 95. Проблемы энергетической отрасли республики, а также возможные пути их решения обсуждались на совещании в Черноморэнерго, которое провел руководитель предприятия Михаил Логуа. В совещании принял участие глава администрации города Сухум Беслан Эшба. Эсмагуланзе расскажет подробности. Открывая совещание, генеральный директор РУП Черноморэнерго Михаил Логуа назвал ситуацию, сложившуюся в энергетике страны, крайне сложной. Несмотря на множество мер, принятых правительством и специалистами Черноморэнерго, нагрузки в сетях продолжают расти. К большому нашему сожалению, все те мероприятия, которые давали какой-то, можно его назвать сиюминутный эффект, это, к примеру, то, что мы проработали с операторами сотовой связи под Новый год, то, что мы периодически работаем с правоохранительными органами, главы администрации на местах нам помогают. Судя по тем нагрузкам, которые мы имеем, эти мероприятия не дали должного эффекта. Напротив, нагрузки увеличились. В связи с этим вынужденные меры, то, что мы вынуждены, чтобы сберечь оборудование подстанции, чтобы не допустить более серьезных последствий, когда наши люди могут остаться на этих участках без света в случае аварии, подобной той, которая была на Сухум-1, на очень длительный промежуток времени, мы вынуждены по нагрузкам обесточивать население, что вызывает крайние неудобства. Из-за перегрузок свет отключают по нескольку раз на несколько часов в сутки во всех районах республики. Основные причины – пресловутые майнинговые фермы и холода, с наступлением которых потребление энергии по стране увеличилось. Мы со своей стороны, как администрация города, тоже предпринимаем меры определенные. Вчера, позавчера, после совещания в администрации президента, мы дали указания всем подразделениям администрации или так или иначе, которые соприкасаются с администрацией, объекты, переданные в аренду, с жесткими требованиями пресекать всех, кто там устанавливает или может установить аппарат по добыче криптовалюты. Хочу вас всех тоже попросить, и мы все давайте плотнее работать. То есть это в режиме постоянного взаимодействия, потому что без этого точно ничего не получится.
Вот. Понятно нам всем, что наступили холода, там, сколько они продлятся, сейчас тоже говорить тоже сложно, там ожидается потепление несколько дней, дальше что будет, тоже вопрос большой. Поэтому все-таки надо обратиться к населению, пользуясь случаем, обращаюсь к населению, чтобы воздержаться от использования теми приборами, которые не так часто пользуются. Потому что все это вместе дает серьезные нагрузки на наши сети. Только так, наверное, по-другому мы никак не сможем исправить ситуацию. Энергетический кризис в Абхазии стал одной из обсуждаемых в обществе тем. Отключение электроэнергии, за исключением аварий, производится по нагрузке. Дело дошло до того, что сами жители требуют составить график отключений. Однако в нынешних условиях, как говорят специалисты, его введение пока не представляется возможным. Здесь накладка трех серьезных проблем. Это ограниченного перетока с Российской Федерацией, который приходится очень такую существенную нагрузку снимать со всей Абхазии. Вторая – это перегруженность трансформаторных подстанций. Если мы даже начинаем вот так пофидерно отключать, тот фидер, который прошел этот график, мы включаем его, перегруз идет, он автоматически отключается. И потом получается, что он сидел там час или два без электроэнергии. Опять остается без, и поэтому не получается составить какой-то график определенный. Я думаю, все-таки люди должны иметь надежду на то, что там, в ближайшее время, может даже через неделю, может чуть больше, все-таки какой-то график надо будет предусмотреть, посмотреть по объемам, по нагрузкам, проанализировать. Я сейчас не собираюсь там кому-то давать какие-то, значит, рекомендации, но все-таки, да, как пожелание такое, может, что прогнозируемость, она даст свои эффекты. По словам директора филиала энергосбыта Даура Делба, работа по отключению майнинговых ферм продолжается. Рейды проходят ежедневно и дают эффект, однако он, как правило, кратковременный. К сожалению, отсутствие каких-то нормативных жестких актов и закона не позволяет одномоментно сейчас решить эти проблемы. Случается так, что сегодня люди выезжают, отключают фермы, в течение какого-то времени не подключаются. Бытует такое мнение, что подключают их наши сотрудники, но я должен разуверить в этом, что подключиться даже к высоким сетям достаточно легко и просто. В Абхазии есть много предложений от частных лиц, которые это делают за определенную мзду очень легко и просто. Есть вышки, которые нам не принадлежат, которых много в стране. Есть энергетики, электрики, которые не работают в Черноморэнерго, но занимаются этим. То же самое касается, кстати, и сетей, и провайдеров. Очень легко и просто нанять человека, айтишника, который за небольшие деньги обойдет все ограничения. Несмотря на запреты, добытчики криптовалюты продолжают свою незаконную деятельность. Майнинг в Абхазии набирал обороты из года в год. Фермы различаются между собой габаритами и мощностью. Несмотря на кажущуюся небольшую нагрузку, мелкие криптофермы довольно ощутимо нагружают электросети. Мы сегодня не можем дать точного прогноза, назвать точную дату, когда мы выровняем ситуацию. Это связано со многими факторами. Нам могут справедливо сказать, что эти нагрузки связаны с нашей недоработкой в плане той же незаконной деятельности, незаконного подключения к нашим сетям. Да, действительно, это так. Но, как мы всегда говорили, да, ну не может такого быть, что один электрик там где-то на местах ходил, все отключал, все подключал с 17-16 года, когда это явление началось. А все остальные хлопали в ладошки и мило улыбались. Ну, быть такого не может. Точно так же и сейчас мы должны, как вошли, как попали в эту ситуацию, которая носила накопительный характер, точно так же и сейчас мы должны все вместе из нее выйти. Поэтому очень радует вот, то, что пример тому, что Беслан Федорович сегодня находится здесь, это отношение глав администрации. Такое же отношение и у его коллег в районах. У нас очень хорошее взаимодействие с центральным аппаратом Министерства внутренних дел, службы государственной безопасности, что тоже обнадеживает. Надеюсь, все эти меры, нами представлены предложения
Министерства экономики, ну и, соответственно, надеемся, они будут рассматриваться в правительстве. Решение этой проблемы – это комплекс мер, начиная от границы, продолжая внесением изменений в законодательство, выработкой четкого механизма работы, задействование таких структур, как энергосбыт с обеспечением соответствующей техникой, людьми, которые 24 часа в сутки должны над этим работать. Но и сегодня мы не будем сидеть сложа руки. И по городу Сухум, Беслан Федорович, и по всем другим районам мы будем работать. Мы будем иногда даже сверх, наверное, нашего функционала, скажем так, действовать без всяких исключений. На базе Черноморэнерго работает справочная служба. Все интересующие вопросы можно задать по телефонам +7 940 730 02 20, +7 940 930 02 20. Эсма Голанзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. И в продолжении темы. Еще 19 января в восточных районах столицы возникли серьезные перебои с электроэнергией. Причина – повреждения кабеля на линии Синоп. Проблема существует до сих пор. В течение 2 дней электрики сумели найти и отремонтировать один участок. Поиск других повреждений продолжается. Повреждение кабельной линии Синоп на 7-м фидере произошло 19 января. В результате аварии без электричества остались частично жители западной части столицы и центральной, до улицы Воронова. Специалисты СОЭС искали участок аварии больше 2 суток. И лишь вечером 21 января сумели найти один поврежденный участок. Основной причиной аварии энергетики называют высокие нагрузки. Трудности какие? Дело в том, что очень сложное повреждение. И причем оно не одно повреждение. Это вот одно место повреждения сейчас ищет, второе место повреждения. Лаборатория работает сейчас. Трудности в чем? Погодные условия и перегрузы. Очень большие нагрузки. И все это кабели не выдерживают. Пока ведутся работы по ликвидации аварии на линии Синоп, чтобы вовсе не оставили жителей без электричества, СОЭС организовал перераспределение энергетических мощностей. Однако и этого не хватает. Поэтому в части города, относящиеся к аварийному участку, подают электричество поочередно. По возможности, по резервным фидерам, по вводам, по резервным, как-то выходили из положения, чтобы как-то подать населению напряжение. Где-то приходилось и ограничения какие-то вводить. Подключают других, этих отключают, и получается типа верная система. Пока неизвестно, потому что второе повреждение еще не найдено. Пока лаборатория в поисках, они ищут. В столице около 800 тысяч метров кабеля расположено под землей. В зимнее время, когда особенно высоки нагрузки, аварии на кабелях нередкое явление. И найти место повреждения всегда сложно. Так, специалисты СОЭС еще продолжают работы по выявлению кабельного повреждения на линии Синоп на другом участке. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье советского и российского дипломата, государственного деятеля Бориса Николаевича Пастухова по случаю его смерти. Ушел из жизни выдающийся дипломат и патриот своей родины, будучи заместителем министра иностранных дел и личным представителем президента России Борис Николаевич внес неоценимый вклад в процесс мирного урегулирования грузино-абхазского конфликта. Народ Абхазии всегда будет помнить и светло чтить память этого великого человека, отмечается в частности в соболезновании. Европейский суд по правам человека посчитал, что Россия не может считаться ответственной за инциденты, которые произошли во время отражения нападения грузинских военных в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года, сообщается на сайте Минюста России. Кроме того, Европейский суд по правам человека не поддержал утверждение Грузии о том, что российские военные вторглись в Южную Осетию 7 августа 2008 года, еще до нападения грузинских военных на Цхинвал.
23 января в Сухуми пройдет акция в поддержку президента России Владимира Путина. Акция пройдет у стен посольства России в Абхазии в 13 часов. Акция проводится по инициативе общественных организаций «Русская община Абхазии», «Черноморское казачье войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии» и «Казаков-ветеранов боевых действий» и Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество», которые обеспокоены призывами прозападного Навального проводить несанкционированные митинги в России 23 января, не дожидаясь судебных решений и требованиями немедленного освобождения оппозиционера. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение, согласно которому проведение на территории города Сухум акций в поддержку президента России Владимира Путина разрешено. Организаторы обязаны соблюдать заявленное количество участников, не более 50 человек, и социальную дистанцию, обеспечить участникам медицинскими средствами индивидуальной защиты. Начальнику УВД города Сухум поручено обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятий. И еще одним распоряжением Беслана Эшба субъекты предпринимательства, занимающиеся организацией и содержанием объектов общественного питания, фитнес-центров, спортивных залов, спа-салонов, саун и массажных кабинетов, арендующие у администрации города Сухум муниципальное имущество, освобождены от арендной платы на период ограничительных мер. Распоряжение подписано с целью оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также минимизации негативных экономических последствий, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии со статьей 98 Закона Республики Абхазия об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса Министерство финансов ввело режим временного управления бюджетом, при котором осуществляет исполнение бюджета по расходам на основе ежемесячного доведения до получателей бюджетных средств в размере, не превышающем 1/12 от объема показателей отчетного года. Об этом в интервью Абснепресс рассказал временно исполняющий обязанности премьер-министра, министр финансов Владимир Делба. Как известно, закон о республиканском бюджете на 2021 год не вступил в силу с начала текущего года. 30 декабря 2020 года депутаты парламента не приняли республиканский бюджет Абхазии на 2021 год. 21 января отмечает юбилей заслуженный тренер Абхазии по волейболу, почетный мастер спорта республики Олег Лакарба. Уроженец села Хуланырха Гудаутского района Олег Лакарба после окончания Сухумского индустриального техникума поступил в Харьковский строительный институт. С 1967 года учился в Сухумском педагогическом институте на историческом факультете. Был директором Гудаутской спортивной школы. Олег Лакарба награжден многими государственными наградами за большой вклад в развитие физической культуры и воспитание подрастающего поколения спортсменов Абхазии. Олег Лакарба удостоен ордена Ахидзепша 3-й степени. В представительстве Россотрудничества в Абхазии подвели итоги конкурса викторины «Что я знаю о стране, в которой живу и учусь». Викторина проводилась в онлайн-формате. Проверить знания школьников, привлечь их к исследовательской работе, связанной с историческими событиями как в Абхазии, так и в России – главная цель конкурса. В викторине приняли участие 128 учащихся различных школ республики. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чех отметил, что такого рода мероприятия будут продолжены, а наиболее отличившиеся участники конкурсов будут поощряться. Особую активность в конкурсе проявили сухумские школы и гагринские школы, хотя были школы из других регионов. Всего у нас 24 победителя, которые будут награждены ценными подарками и дипломами участников конкурса, но грамоты, свидетельствующие об участии в конкурсе, получат все 128 человек. Конкурсы подобного рода будут продолжаться, они больше и больше будут иметь творческий характер, потому что мы чувствуем именно такого рода потребность. И в этом смысле мы рассчитываем на достаточно такое эффективное взаимодействие с органами управления образованием республики и с образовательными организациями, в том числе и потому, что результаты этого конкурса можно, на наш взгляд, использовать в качестве элементов аттестации школьников по гуманитарным предметам, в качестве такой дополнительной образовательной программы. Я напомню, что мы регулярно публикуем
опубликуем на сайте результаты конкурса, в частности, уже опубликованы на сайте, опубликованы победители. 28 декабря прошлого года мы опубликовали. Но награждение состоится уже в более благоприятных условиях. И в конце выпуска традиционно о погоде. В пятницу 22 января в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью -3, +2, днем +4, 9. Температура морской воды +10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.